записываю вторую лекцию по персонажу. Как и обещал, продумал, нашел какие-то ответы. Сегодня покажу, как я это сделал, что получилось, и задам вопросы вам. Мы их обсудим подробно в воскресенье, но сейчас они, по крайней мере, появятся. Сегодня мне в работе помогают не ребята из Good Story, а вот эта вот книжка. Анисимов Николай «Диалог миров», который я прочитал. Называется лекция сегодня «Персонаж. Вопросы к нему». Сначала рассказываю, что я поменял, что мне помогло найти ответы. Как и сказал, для того, чтобы ответить на вопросы по персонажу, которые у меня встали и на которых у меня не было ответа, я вернулся к идее. Здесь я ее уточнил, но это еще, естественно, будет меняться. Пока что я решил ее оставить так. Но главное, что я поменял, это высказывание. Было оно у меня довольно эмоциональным, размазанным. С одной стороны, не сдавайся, не молчи. С другой стороны, слишком таким наукообразным. Национальная культура – источник индивидуальности, уникальности. Я решил это сформировать в одно. Теперь это звучит так. Национальная культура становится источником сил для тех, для того, давайте уточним, для того, кто подчиняет ее себе, а не подчиняется сам. Я здесь привел примеры, что я имею в виду. Что, например, слушать деревенского шамана – это именно что подчинение. Подчиняться отцу – подчинение. Бояться призраков и духов – подчинение. То есть, почему такое я выбрал высказывание? Я попробовал разделить все действия, всю логику персонажа на два паттерна поведения. Смирение и бунт. И начал себя спрашивать, то или иное действие персонажа, это относится сюда, например, пойти к психологу. Я решил, что это смирение. Потому что психолог говорит тебе, что делать. Да, можно сказать, есть разные психологи, бла-бла-бла. Да, в каком-то смысле поход к психологу мог бы быть не смирением. Но бунтом он никак не может быть. Разве что, если все тебе запрещают, прям вот. Да, наверное, в удмуртской культуре это могло бы рассматриваться как бунт, но бунт тут хорош тем, что... Почему это не бунт? Потому что это не гласно. То есть, если это бунт, то это ходить к психологу, например, и не скрывать это. Но у нас не та история, где вот такая вот коллизия имеет место. У нас жанр ужаса. Поэтому решил, что это смирение. Я решил, что слушаться отца смирение. Что, например, в прошлый раз мы рассматривали историю выполнить обряд. Потому что надо. Это смирение. А на чем, собственно, а потом, я думал как раз об этом, продолжал размышлять об обряде. Почитал в «Диалоге миров», какие бывают общие обряды. Не нашел там, к сожалению, питья крови, что обидно. Теперь пришлось идею поменять. Выполнить обряд, потому что надо смирение. Вот это типичный пример того, от чего наша героиня бежит. От чего она бежит? Не от самой же культуры, не просто от того, что я удмурт, и я говорю на этом языке, и здесь живу. Она бежит от диктата, от диктатуры. Что у нас вот здесь так положено, так и живем. Вот от этого она бежит, потому что она на самом деле в глубине души сильная и хочет жить по-своему. Поэтому я решил поменять эту ситуацию и сделать бунт вот вокруг чего. Использовать. То есть я подумал, что героиня должна бороться с чем-то. И с чем бороться можно много чего придумать. С психологом, с отцом, мнение деревенских, мнение приезжих,
которые хотят от отца магии, да, хотели, сейчас он умер, значит, выполнять обряды, говорить на языке, о котором не хочешь говорить. И я подумал, а что тогда бунт здесь? Бунт — это быть атеистом, таким москвичом, который всех нахуй шлет. Да, есть такой бунт, атеизм, москвич, нахуй послать. Да, но этот герой неприятный, подумал я. Что если герой будет себя так вести, то его все захотят убить. А это не круто. И тогда я подумал, что бунтом было бы не то, что ты... Я подумал, что бунтом было бы обращение в сторону национальной культуры, но обращение по своим правилам. Я подумал, что бунтом было бы присвоение себе этих потусторонних сил, а не подчинение им. Я вспомнил сказку, сейчас вот не найду, где шаман сказал реке: теки вот так. И река потекла как не надо. Или там дерево упади. Или изгнал какого-то духа. И я подумал, что вот это и есть бунт. Почему? Потому что она сделает это по-своему, а не как положено. Ну, начнем с того, что она женщина. А женщина не может быть колдуном. Ну, как может, но таким не очень сильным. Женщина... Хотя вот в «Диалоге миров» была история про то, что женщина была очень сильной колдуньей, но у нее там кто-то умер. Во-первых, она женщина. Ну ладно, это просто усугубление. Но главная причина в том, что, наверное, она делает это как-то не так, как ее делали ее отец. Делает это не так, как делал отец и предки. И вот тут вот забавная мысль, которая тоже у меня родилась, сличая какие-то элементы из, значит, из разных книг в разных временах удмуртской мифологии, я подумал о том, что ведь традиции, они на самом деле постоянно меняются. И Николай об этом говорит, что ну, там, самый консервативный — это похоронный обряд, все остальные постоянно меняются. И я подумал о том, что ведь каждый, кто меняет традицию, он в своем роде бунтарь. И я подумал о том, что наша героиня, она как раз из тех, кто меняет эту традицию. То есть, которая, находясь в рамках какого-то мира, какой-то условности, меняет эту традицию под себя, как и удобно. Ну вот не было, например, фотографий. Кто-то впервые сфотографировал и решил, фотографии — это хорошо, там где-то северные, южные, вот у Николая написано. У северных фотография хорошо, у южных плохо. Извините, я может запутался, может наоборот. Важно то, что в одном месте кто-то сказал: сфотаешь душу, ой, украл душу покойника, теперь он тебя будет преследовать. В другом говорит: о, сфотал душу, вот хорошо, теперь он за тобой присматривает. И вот наша героиня именно такая. Я подумал, что это одновременно, это высказывание, это мысль. Вот я ее сейчас очень подробно для себя в том числе проговорил. Она очень хорошо стыкуется и с точкой на карте, и с самореализацией, эмпауэрменту, и с жанром. Потому что я хочу закончить на хорошей ноте, я хочу закончить, что девочка выжила и всех победила, это в принципе стыкуется. Но и плюс это, конечно, попадает в принципе в нашу ЦА, по-моему. Так что я решил оставить вот такое вот высказывание. Национальная культура становится источником сил для того, кто подчиняет ее себе, а не подчиняется ей сам. После этого, сформулировав это высказывание, я вернулся к идее. И ну, здесь я попробовал просто набросать, это уже сюжет, это не совсем идея, это плохо. Но я для себя это набросал, чтобы иметь в виду, там, ну, в какой вообще ситуации находится героиня, там, на какой стадии. Я решил, что она приехала после смерти отца на следующий день.
чтобы на подольше он там сидел. Поскольку его тело должно 2 дня находиться в доме, за это время, за эти 2 дня, да, за 2 дня и 2 ночи, люди, те, с которыми помогали, начинают между собой разделять. Значит, умирать там, исчезать, посмотрим. Кончать с собой. Сходить с ума. Значит, это все не точно. Сразу имею в виду. Это я для себя просто. Это скорее вопросы к себе. То есть, почему 2 там, дня, а не 1 ночь? Потому что за 1 ночь нифига не испугаешься. Это как Ви, да? Фома Брут 3 ночи просидел с мамочкой. Значит, ну тут более-менее начинает понятно там сеттинг, где что. Мессины считает, что дух мертвых куда не сносится, пока не заберет с собой на свет, но только последовательно всю свою семью. Это хороший вопрос, как это показать. Кто это скажет? Кто расскажет о планах мертвеца? Значит, есть одна идея. Она очень жуткая, но я не очень знаю, насколько это подойдет. В общем, у Николая есть списан такой обряд, что мертвый перед смертью записывает песню. Записывает песню на аудио. Жутко было бы, если бы он это все сам записал и сказал: я вас всех с собой утащу. И тогда это и жутко, и прикольно, и это киношно, по-моему, весьма. Но это я еще подумаю. Это красиво, а когда что-то слишком красиво, всегда есть угроза... Это не... Извините. Всегда есть угроза, что это перетянет на себя весь смысл. Но пока что вроде как это не противоречит. Мне это нравится идея. Значит, дальше поехали. Жанр, ужасы, полнометражный фильм. Для кого? Меня просили расшифровать, что такое тональность. Но это без примера сложно объяснить, поэтому я объясню на примере. Я вот даже написал это себе здесь, чтобы вам не забыть. Значит, драматизм, тональность — это сочетание драматизма и условностей. Драматизм — это глубина реакции персонажа на происходящее. Например, на смерть. Если это высокий драматизм, то там есть инвалиды, дети-сироты, все умирают. Ну, все фильмы о войне, как правило, с высоким драматизмом. Хотя вот советские фильмы не все с высоким драматизмом. Например, «Небесный тихоход», где все поют, танцуют и едят блинчики, а фашистов там расстреливают, там просто пролетело, ему ничего не было. Это история с низким драматизмом. И вот я для примера себе, поскольку у меня референсов не так много, я решил себе голову не засорять, то, например, низкий драматизм, средняя условность — это вот «Невеста». Там людей мочат, закапывают в землю, значит, все там ходят, и ему хоть бы чё. Я не знаю, как отключить, ребят. Что так? Options. Show. Ну, в общем, извините, оно тут будет пикать. Значит, вот, это низкий драматизм, когда, ну, даже если что-то происходит, капец, страшное, оно, ну, персонаж на него не так реагирует. Ну, то есть у невесты там, ну, закопали там, значит, девушку, вот она, и, ну, все, теперь она умерла. А условность — это степень авторского произвола. Это то, о чем я жаловался с вами в идее про русские фильмы. Что в «Невесте» сказано: если ты вот это сделаешь, то она умрет. Она это сделала, а она не умерла. Это херня. Это значит, у тебя сразу не низкая условность. Это, ну, значит, когда у тебя почти нет произвола, ты что-то придумала, вот оно есть. А средняя условность, мне кажется, средняя, если не высокая. Это даже может быть высокая условность, если ты задал правила игры, сам их нарушаешь. Это степень условности. Степень того, насколько ты сам следуешь своим правилам игры. И в этом смысле низкий драматизм средней условности, а условно можно высокую назвать даже, это вот фильм «Невеста» и «Владение 18». То есть здесь
на смерть реакция не очень сильная, тут кого-то замочили, убили, персонаж такой, ну ладно, я не буду сильно страдать, дальше поехал. Ну или там в боевике, да, замочил кого-то, дальше побежал. А там в каком-нибудь, вот там, Манхэттен у моря, я, по-моему, правильный фильм вспомнил, он, там у него умерла дочь, и вот он мучается весь фильм. Средняя условность. То есть авторы часто себе позволяют нарушать свои собственные правила. Например, в «Невесте» меня сильно покоробило, что там эта дева искала себе чистую душу для вселения. Но там была девочка маленькая, девственница, 5-летняя, и она в нее не вселилась. Зато она вселилась в ее мать, которой 2 детей, как бы невинности там, ну, не особо. Из чего я заключаю, что авторы сами свои правила мира нарушают, и это, ну, либо средняя, либо высокая условность. А вот фильм «Состояние», там все не так. Там на смерть реакция есть, и она довольно сильная, но не чрезмерная. Ну, то есть, если бы это был высокий драматизм, то они бы с самого начала, на первое же самоубийство, весь фильм потом о нем страдали. Они пострадали, они среагировали, вот, но не сильно. Там, в том числе, там, на исчезновение своих друзей, то есть, не очень реакция была. И плюс, опять же, да, показывают жесткие вещи, но при этом их показывают довольно легкомысленно, довольно, ну, не отвратительно. Не то так отвратительно, как они являются. При этом низкая условность. То есть авторы, в общем, живут в реальности. И там, если убрать эти волшебные грибочки, которые они съели и их там усыпило, то, в принципе, да, ну, в мир это возможно. Авторы законы собственного мира не нарушают. Никто не встал, не полетел, никто там, не знаю, не оказался, не знаю, Шреком. Я от балды говорю. Вот разница между, что такое тональность. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы самому понимать эти вещи. Они важны для сценариста, для автора. Я нарушаю правила своего мира, я делаю, что хочу, значит, у меня высокая условность. Если я очень четко так, вот я решил так, вот у меня правила такие, например, призрак может проходить сквозь стены, но не может переступить там границу белого круга. Значит, он и не может. И вот ты хоть что делай, он не может. Если я только сейчас может, сейчас не может, значит, у меня высокая условность. То же самое касается драматизма. Если у меня, ну, допустим, я решил, там, не буду мертвых детей показывать, то не показывайте их, потому что сразу будет высокая условность. Или, а я хочу, там, чтобы у меня были там шуточки у них постоянно, вот они там убивают друг друга, перешучиваются. Как там, тогда, окей, тоже низкая условность. Или, да, высокая условность, это высокий драматизм. Извините, я оговариваюсь, но вы же видите, да, я выделил, говорю о драматизме. Или убили, и все, это конец света. Ну, как для всех, для нас, смерть близкого человека, или даже не очень близкого, это довольно большая трагедия. С тональностью, ну, еще можем поговорить потом в воскресенье. Итак, я решил, что у нас будет, значит, по итогу я вот это себе выписал. Я над тональностью продолжаю думать. Для меня все еще ответа нет. Потому что у меня еще, ну, еще есть вопросы по истории. Но с высказыванием я определился. И тональность у меня будет точно не ниже средней. Значит, драматизм. Я думаю, что пока что средний драматизм, средняя условность. Пока что так, я думаю. То есть я буду иногда делать странные вещи, но не, ну, это не чрезмерно. При этом, да, драматизм какой-то присутствует, мертвый отец, там люди умирают. Так, новизна, сеттинг. Я немножко переписал сеттинг, чтобы стало понятнее отношения с отцом. Небольшая полузаброшенная деревня, где молодые люди почти разъехались, а старики хранят старые обычаи и следуют им. Отец считался кормильцем деревни, за счет, ну, потому что у него были богатые клиенты. Я хочу убивать богатых клиентов, а не просто деревенских дурачков. Многое дело для сельчан. Почему это важно? Потому что многие предметы и радости в деревне связаны с отцом. А поскольку у меня история предполагается сейчас, как я это вижу, что отец, ну, дух отца охотится за теми,
кому он при жизни помогал. Это опять же про верхний и нижний мир. Нижний мир, что в нашем мире, в нижнем, простите, в нижнем мире все наоборот. И про полусмурта, да, получеловек. Добрая, злая половина. Значит, он при жизни им помогал, а теперь после смерти забирает назад. Поэтому я решил специально это обозначить в сеттинге, что он всем помогал. У каждого там дома стоит какой-то от него подарок. Значит, давайте я даже напишу. Дарил подарки. И у каждого есть от него ценный подарок. Однако его все равно боялись, потому что мог наслать порчу. Ну, понятно. Вот. Это этнографическое объяснение. А это психологическое. Но его все равно боялись. Вот. С идеей более-менее я объяснил, что будет. Девушка из Москвы приезжает в родную деревню, мы смотрим после лица, а в это время дух этого, собственно, отца охотится за деревенскими, и охотится за приезжими, и охотится за самой девочкой. Сеттинг, значит, показал, высказывание объяснил. Сейчас, ребятки, про драматизм, условность рассказал. Переходим к персонажу. То есть, сначала я для себя определился с высказыванием. Более-менее прикинул, что у меня там будет происходить. Так, набросал. И все. И дальше, поехали дальше. Уточнил сеттинг. Но это все, опять же, завязано, видите, да? То есть, это не от балды берется. Есть отец, есть дух. Значит, как этот дух связан с деревней? Вот я объяснил. Он дарил подарки. Дальше переходим к персонажу. Что я тут написал? Сейчас закинем наверх. Чтобы не путаться. Персонаж. Я решил, что я не 25, не 30, а 28. То есть она уже достаточно... то есть уже и детей пора иметь, и семью. Но еще недостаточно для старой девы. Естественно, по деревенским понятиям. Это важно, потому что она в деревне живет. Я решил, что ей 28. Значит, дальше, что мы идем по... Что я тут поменял? Я поменял узнаваемость. Потому что я понял, что значит, ага, окей, я уже тут, это я уже после написал. Я сосредоточился на вопрос, на двух вопросах. Какая она и как она действует. Я пересчитал наши с вами занятия, свои заметки по поводу нашего занятия, и понял, что да, что удмуртский национальный характер – это сдержанная девушка, которая, у нее стыд есть, а в отличие от того, как там описание, как они клеются ко всем, на самом деле нет. Поэтому я решил, что для последней девушки, а наша девушка – это последняя девушка, которая выживет, сдержанной и правильной быть хорошо. Плюс стыд, да, вот Дарали мне отдельно указала, что она должна полно быть стыда. То есть она сдержанная и правильная. При этом она, значит, навсегда действует сдержанно и правильно. Она всегда подавляет свои эмоции, чтобы поступить как положено. Дальше, вернувшись, поняв это для себя, я понял, что ее узнаваемость – это консервативная, правильная девушка из провинции. Уникальность – она удмурт. Парадокс – девушка из деревни, при этом носительница современных городских ценностей. Язык сказал, физики нет. Социология ни детей, ни замужем, много лет живет в Москве, удмурт по национальности. Пока что ничего нового я тут не добавил, в принципе, как и было. Психология сказал. Значит, я немножко изменил боль и цель. Боль у нас осталась прежней, но есть аспект. Ее боль в том, что она не смогла уберечь брата от потусторонних сил.
Видите, я специально выделил. И мучается стыдом за это. Спасибо, Дарли. Цель – защитить своих близких от потусторонних сил. Видите, как связана боль и цель? Она уже одного близкого потеряла и всю жизнь за это мучается. И она не может, просто не может позволить себе потерять еще других людей, еще своих близких снова. Поэтому она начинает бороться с потусторонними силами. Высокий стейк, своя жизнь и жизнь близких. Здесь все еще хороший вопрос, но я для себя на него ответил, а в истории пока не доказал. Что важнее, если будет выбор, и выбор будет важнее жизнь близких. И я хочу, чтобы героиня пожертвовала собой, рискнула собой в конце. Героиня в конце должна жертвовать собой ради них. Написал. Внутренний конфликт я изменил, видите? Ненавидит родную деревню и хочет ее спасти. Ненавидит сильное слово, но я специально заострил, чтобы не было вот этих полутонов. Может быть, я потом поставлю полутона, может быть, я смягчу этот внутренний конфликт. Может быть, он будет еле-еле. Но пока что я поставил его максимально остро. Видите? Но я все равно задаю себе вопрос, как проявляет себя эта ненависть. Как действует? Всегда подавляет свои эмоции, чтобы поступить как положено. Вот, я вам все это зачитал. Примерно у этой девушки рассказал. Собственно, видите, тут кое-чего не хватает. Но пока нам это, может быть, и не нужно. Значит, чего здесь не хватает? Не хватает вот этого... Не хватает вот здесь вот немножко нам подразобраться. То есть у нас уже есть, какое-никакое понимание того, что произошло. Вот эта девушка такая сдержанная и правильная, приезжает в родную деревню, утешит мать после смерти отца. Это правильный поступок? Это правильный поступок. Он сдерживает на эмоции? Да, она сдерживает эмоции. И вдруг оказывается, что этот дух местного колдуна, дух отца, начинает с собой на свет утаскивать людей. Ну вот наша героиня, соответственно, должна свой страх засунуть в жопу и начать всех спасти. Начать всех спасать. Вот. Пока что мне кажется, что здесь все логично. То есть, да, героиня не может этого не делать. Почему? Потому что она уже брата так потеряла и больше этого не допустит. С другой стороны, понятно, ее цель благородная, ее цель активная, ее цель, пока они живы, она будет бороться. У нее высокий стейк. И ее внутренний конфликт тоже несколько ей мешает этой цели добиваться, потому что все-таки она не любит эту деревню. Естественно, ее первый порыв всех забрать, они их не хотят. И это вот сюда мы как раз можем вписать. Тоже сюжет. Дальше. Что я хотел вам рассказать, когда вот это все я сформулировал. Видите, на самом деле это все очень, очень маленькие и короткие вещи. Почему? Это значит, что этот персонаж будет плоским, тупым, нелепым, маленьким? Нет, это совершенно не значит. Это значит, что здесь я пишу только то, что самое важное. Только то, что скажется на истории. А как мне проверить, что это самое важное? Задам я вам вопрос. И ответ будет такой. Есть еще одна лепесток ромашки, которого здесь не указан. О которой в прошлом занятии я отдельно выписал. И написал. Как работает. Как это работает. Давайте так напишем. А это очень простой вопрос. Как это лепесток помогает, мешает развитию истории? И теперь на ваших глазах я попробую объяснить, как каждый из этих лепестков работает на историю. Вот здесь я уже свои вопросики какие-то себе задал, но это мне вопросики. И мы пройдемся по всей, значит, начиная с идеи, задавая себе этот вопрос. И если на все, или на большую часть из этого ответ будет логичный и понятный, то, значит, у нас идея работает. А если она работает, значит, можно двигаться дальше уже к миру персонажей и начинать строить сюжет. Давайте проверим.
В принципе, я уже про идею вам рассказал уже подробно, почему я считаю, что это работает. Объяснил, почему я именно такой сеттинг выбрал, а не, например, другой. Почему? Потому что это работает, ну, по-моему, здесь будет хорошо работать, то, что все связаны с ним. Это будет более опасно. Теперь эти предметы представляют опасность, когда дух за ними охотится. Но при этом это что-то очень ценное для людей, поэтому избавиться от него тяжело. Получается интересная, драматичная ситуация. Консервативная, правильно, девушка из деревни. Значит, как это подчеркнуть, это отдельный вопрос. Это мы еще в воскресенье поговорим, когда вы мне расскажете про национальных удмуртов. А я это буду использовать. Узнаваемость. Консервативная, правильная девушка из провинции. Как это работает? Это, значит, это делает... Я сейчас на ходу придумаю опять. То есть я провел подготовительную работу, теперь буду при вас это делать, смотреть, как это работает. Это делает персонажа чужим и там, и там. То есть для москвичей она слишком консервативна. Для удмуртов слишком москвич. Она более уязвима. Это хорошо для ужасов. Я обычно выделяю, как работает, вот так. Значит, опять же, видите, видите? Видите, это уже я тут написал. Но это здесь как работает, скорее не к этому лепестку относится. Ну, то есть, типа, это вообще ничего не значит, я просто обозначиваю возраст. Но мы можем и про возраст поговорить. Сейчас я это запихаю в социологию. Вот, пожалуйста. Чпокс. Да блин. Ctrl-V. Command. Как работает? Уже и детей пора иметь, и семью, еще недостаточно старую для старой девы. Не замужем, мне детей уже пора иметь. Много лет живет в Москве. Делает персонажа чужим и там для Москвы, для она более уязвима. Видите, я перепутал лепестки. Все сюда вставляем. Удмуртов здесь Москве, дусь по национальности. Вот уже написал, для удмуртов слишком москвич. Как это работает? Она более... Социология работает так, что делает ее более уязвимой, с одной стороны. Значит, как работает, вот я ни одну важную тему не сказал, и теперь я сам вас запутал. Как работает, значит, в плюс или минус. Она уязвима, делает ее уязвимой. Это хорошо для ужасов, и это минус, да? А хорошего, хорошо, она знает деревню, знает обряды. То есть это в том числе и работает в плюс. Значит, дальше. Уникальность. Здесь, в принципе, ну то есть поскольку здесь более-менее все повторяется, то я проще здесь 4D просто напишу, чтобы каждый раз не дергать туда-сюда и вас не сбивать с толку. Язык может говорить на удмуртском. Как это работает? Но это в плюс работает, по-моему. Это работает в плюс. Ей проще найти общий язык с духами, да? Потому что духи говорят на удмуртском. Что-то там написал какую-то херь. Проще найти общий язык с духами. Значит, это однозначно в плюс. В физике нет, ничего не пишем, никак не работает. Социология работает в минус, что делает ее уязвимой. В плюс знает обряды, хорошо. Значит, психология. Про психологию можно написать, как работает, но в этом нет большой нужды. Потому что и так понятно как. Работа психологии – это как действует. Но важный вопрос психологии – это как меняется персонаж. И я считаю, что она должна меняться от сильной сдержанности к эмоционально открытости. То есть я равняю для меня в истории контроль
над эмоциями, это и есть вот это подчинение, да, дикого зверя. Подчинение дикого зверя, контроль над собой и культурой. То есть для меня равно, как только она начинает уметь выражать свои эмоции, она может подчинить себе вот эти потусторонние силы. Как только учится выражать эмоции, так сразу подчиняет себе эти силы. Может быть, выражать здесь не самое правильное слово, но пока оставим. Может быть, не выражать, а направлять. Вот было бы правильно. То есть, допустим, был страх, стал гнев. Был стыд, стал... А что это? По что стыд можно получить? Стало мужество, да. Ну, то есть, я сейчас, ребят, я опять же, я придумываю на ходу, давайте не будем строжиться, да. Я к себе тоже не буду строжиться. Ну, то есть, хорошо сформулировать, я могу сесть, потом сформулировать хорошо. Главное, чтобы вы понимали, что я делаю. Психология сдержанно и правильно. История героя – это то, как он меняется. Как меняется от сильной сдержанности и эмоциональной закрытости к развитию эмоционального интеллекта. Это я так для красоты сказал. На самом деле к контролю над эмоциями. Значит, здесь все слова такие психологичные, я их пока... главное, что примерно направление понятно, сформулировать лучше я потом смогу. Значит, вот главная идея, что контроль над эмоциями равно подчинение дикого зверя, да, эмоции это дикий зверь, контроль над собой и культурой. Давайте проверим, отвечает ли эта мысль, это изменение нашему высказыванию. Национальная культура подчиняет ее себе, а не сам ее подчиняется. То есть, по-моему, это соответствует. Если мы равняем внутри девушки в нашей истории национальную культуру и эмоции, то это работает. Давайте посмотрим, работает ли это как история. Итак, жила-была девушка, которая хотела защитить своих близких от потусторонних сил. Видите, вообще абстрагируемся полностью. Абсолютно только холодная логика. Жила-была девушка, чья цель была защитить близких от потусторонних сил в сеттинге национальной культуры удмуртской. Мешало ей что? То, что всех там хотели замочить. Она испытывала страх за свою жизнь и жизнь своих близких. И благодаря этому, но преодолев свой внутренний конфликт, она стала лучше подчинять эмоции. То есть в данном случае страх. По-моему, это работает. Что жила-была девушка, которая была сильная и правильная, сдержанная и правильная, испытала сильный страх, вообще очень условный вариант, испытала сильный страх, научилась его контролировать, всех победила. По-моему, если так совсем условно, то, по-моему, это работает. По-моему, даже это хорошо работает. Потому что хорошо работает, что она сдержанная и правильная. И все им подавляет в себе все. А потом научилась это выражать. В том числе научившись выражать свой страх. В том числе по-настоящему испугавшись. Так, как работает боль? Я думаю, что флешбеком показать на самом деле. С этого истории можно начать. Начать с этого историю. Как у нас и было в сценарии, который мне изначально был. Как работает? Значит, эта боль работает в минус. Минус, потому что она мучается стыдом. Видите, я это сюда зачем-то написал, чтобы, видимо, не забыть. Как работает? В минус, потому что она мучается стыдом, виной, потому что все про это знают и ее осуждают, мешает найти с близкими общий язык,
Они-то ее слушаться не хотят, ведь она брата потеряла. Уже еще и их подведет. Видите, я уже начинаю конфликт устраивать. Это преждевременно. Поэтому я все беру в кавычки. Потому что я знаю, что, возможно, это все 10 раз поменяется. Главное не цепляться за какие-то мысли, даже если они кажутся хорошими. Работает боль. Класс. Стейк. Внутренний конфликт. Давайте разберемся. Значит, цель, тоже как работает цель, понятно. Она работает так, что героиня хочет ее добиться. Правильнее будет задать вопрос, как ее добиться. Ну, давайте, например, пофантазируем немножко. Ну, то есть, первая логика, что близкому уже это просто забрать близких, да? Увести. Они ехать не хотят, да? Куда они поедут? Никуда не поедут. Значит, дальше что там? Попытаться сделать как положено, да? Ее первая реакция. Не работает как положено. Вот у меня тут цитатки есть. Что делать, если покойник бродит? Я вот себе даже выписал из книги. Сделали, не помогло. Все еще бродит. Значит, это я сейчас вам уже пишу набросок сюжета. Это вообще неправильно, но я показываю вам, как работают цели. Что когда у персонажа есть конкретные цели, конкретные препятствия, защитить близких от духа отца. О, давайте я даже вот так напишу. От духа отца, который хочет их убить. Вот так вот. И вот мы поехали. Что делать? Пытаться делать как положено. Проводят обряды, да, не работают. Там проводят свои какие-то идеи. Ну, то есть вот здесь вот это вот все можно подумать. И в итоге у меня в конце, поскольку это я уже хочу сделать, она же пожертвует собой и победить. Ну, то есть и давайте напишем, как я хочу это сделать. Применить более сильную магию и изгнать духа. Очень, это все сейчас вообще супер условно. Вот, то есть у нас есть начало, не работает как положено, пожертвовать собой, применить более сильно. В принципе, поскольку в ужасах главная атмосфера и просто ее страхи, то, возможно, вот здесь вот между забрать близким, пытаться сделать как положено, вот здесь вот весь сюжет и будет развиваться. То есть просто они будут что-то делать, будет приходить дух, всех убивать. В принципе, вот я примерно показал, как работает цель персонажа. Цель работает следующим образом. Ты берешь цель, ставишь препятствия на пути этой цели, вот и весь, собственно, и то, что есть сюжет. Главное, чтобы эти препятствия направляли героя к следующему препятствию, а не просто заканчивались. Например, героиня, ну вот там, например, героиня решила мать увезти, мать не поехала. Если мать поехала, истории нет. Или она решила завести, мать поехала, стало хуже, пришлось вернуть. И это есть сюжет. Цепочка последовательных препятствий, каждая из которых, ну, в идеале, конечно, прям самый идеальный вариант, это когда каждое следующее препятствие усугубляет положение героя еще сильнее. То есть, да, она пыталась увести мать, в итоге, например, повезла мать там в лес, по лесу повезла, попали в яму, мать там словила, не знаю, руку ей сломала. Ну, то есть, я очень сейчас вообще от балды говорю. Ну, что хуже стало. Теперь у нее мать коллега. А ее все еще надо спасать. А ей надо убегать от медведя. Да? Она уже коллега. Это усугубление. Но тут тоже есть свои моменты, потому что если ты сразу усугубишь прям в самую жопу, то тогда развивать будет некуда. Сюжет тоже встанет. Так что это отдельное искусство. Мы вообще об этом сейчас не говорим. Мы говорим это через 2 недели, когда мы говорим о сюжете. Сейчас я просто показываю. Цель работает вот так. Цель работает вот так. Значит, как работает стейк? Да, вот здесь мы возвращаемся к идее. То есть, по сути, вот здесь, вот, когда я разбирал, как показать, что расскажет о платных мертвеца, это и есть стейк. Как показать, что стейк ее жизнь. И мне нравится вот эта тема с песней, и я пока за нее держусь. И она меня очень шторит. Мне кажется, это жуть. Вообще из могилы песня. Не просто там запись, да, звонок. Это песня, он поет о том, как он их всех убьет. Мне кажется, что это очень жутко и классно. Но, опять же, может быть, это и не будет. Опять же, всегда
полезно. Я себя всегда настраиваю так, что бы я ни придумал, как бы это ни было классно и жутко, я могу отменить это в любой момент. Если это будет противоречить, логике развития истории. Что история лучше будет аналогична, и чем она будет красивая. Она будет как мне хочется. Потому что каждый раз, когда я делаю как мне хочется, я повышаю тональность с более высокой условность. Чем выше условность, тем зрителю меньше нравится кино. Так, поехали дальше. Внутренний конфликт, высокий стейк, да, вот я вот это написал, что есть вот какое-то послание, да, есть послание, которое описывает, как всех убьет. Тут можно, например, можно же по-разному сделать. Можно сделать чуть более детективно, что они должны понять шифр в этом послании. Там какие-то, допустим, детектив, да? Есть шифр в этом послании. Там какие-то детали, которые намекают, кто и когда умрет. Это тоже хорошо. То есть они должны разгадать шифр. Или, например, они должны... то есть это разные вещи. Они должны разгадать шифр. Это одна задача. Они знают, кто когда умрет, и пытаются спасти. Это другая задача. Третий вариант. Они ничего не знают, герои, а зритель знает. Тоже вариант. То есть тут может по-разному. Но пока что высокий стейк. Вот видите, как показать это в каждой сцене. Вот вопрос. Это вопрос, ответа нет. Потому что это уже по эпизоднику вопрос. Но, опять же, по эпизоднику это по эпизоднику. Но уже сейчас мы можем что-то об этом сказать, что-то об этом знать. Нужно всегда держать в голове, что у нее опасность своя жизнь или жизнь близкой. А в конце пожертвовать собой, да, за близких. Она пожертвует собой. Но только вот здесь. А пока что стейк, жизнь близких. Или знаете, что можно сделать? Или можно сделать, что здесь везде стейк ее жизнь. Здесь везде стейк ее жизнь. Поэтому она сдержанная и контролирует эмоции. Она всегда поступает правильно и подавляет эмоции. Поэтому она подавляет страх и эмоции и продолжает действовать. А потом, как только, становится страшно, что умрут близкие, вот тут-то она и жертвует собой. То есть она эмоции свои и выплескивает. Но здесь, наверное, это не очень правильно. То есть это такая мысль, она какая-то, что-то с ней, блядь, не то. Это опять же к сюжету вопрос. Не к нашей нынешней. Главное, у меня есть цель. Цель я обозначил: защитить близких от духа отца, который хочет их убить. Я обозначил цель и главное препятствие. Высокий стейк, своя жизнь. Вот мы задали вопрос. Героиня в конце должна пожертвовать собой ради них. Хорошо. Обозначили. Внутренний конфликт. Как работает внутренний конфликт? Он работает, мне кажется, в минус. Потому что мешает героине найти свой путь. Вот это ненависть. Вот это ненависть, презрение, усталость, дикость. Вот ее отношения мешают прийти к цели. То есть ее внутренний конфликт, что она всех ненавидит. Опять, ненавидит — сильное слово, пока оставляем. Это работает в минус. Как действует? Героиня всегда подавляет свои эмоции, чтобы поступить как положено. Всегда ли героиня действует именно так? Это вопрос в каждой сцене. Когда мы будем писать сюжет, будет всегда вопрос: героиня подавила эмоции и поступила правильно или нет? Если нет, значит херня, переписываем. Или переписываем, как действует. Но если переписываем, как действует, значит переписываем психологию. Сдержанно и правильно. То есть, да, можно что-то изменить, но тогда меняем все, а не только вот это. Потому что если изменили не все, повышается условность, фигня. Не работает.
будет плохое кино. Так, всегда ли героинь действительно так? Значит, как это работает? Сначала в минус, потому что мешает, ну вот, достигнуть цели, да? Достигнуть цели, которые можно достигнуть, только взяв контроль над своими эмоциями. Потом помогает, потому что есть привычка, ну вот, к эмоциональному контролю. То есть это опять же амбивалентная штука, потому что она и помогает, и мешает. Все хорошо, обозначили. Вот. Как это работает, как это исток помогает, мешает. Ну не совсем помогает, мешает герою, да, скорее. Ну можно и в истории рассказать. Просто это скорее про сюжет будет. И тогда, если я буду говорить о том, как это помогает, мешает развитию сюжета. Например. Ну, это в принципе одно и то же. Потому что сюжет и герой, я вам только что рассказываю, сюжет и герой это одно и то же. И история героя это одно и то же. Просто чуть по-разному рассказано. Вот, ну вот теперь я вам это показал. Примерно показал, с чем мы будем дальше работать. Дальше у нас есть вот такой вопрос, который я дальше буду думать. И, ну, и в воскресенье вы мне с ним поможете разобраться. Это вот эти вот чисто национальные удмуртские вещи. Как это подчеркнуть, как показать, как обозначить ее сдержанность, как это себя проявляет у людей. Вот, но пока что вот так. То есть у нас история про сдержанную девушку, сдержанную правильную девушку, которая приехала на похороны, а там началась твориться дух мертвого колдуна, начинает всех мочить и обещает убить и ее тоже. И она не может сопротивляться и вынуждена, ну она не может от этого как деться некуда, приходится сражаться. Значит, в итоге сражается и учится подчинять эту силу себе, сама становится колдуном. И как в песне Каста. Ты тоже вот кудесником станешь. Вот, ну вот такая лекция коротенькая сегодня, которая рассказывает нам о том, как работает лепесток, как работает, и что нужно всегда этим себя проверять. И если то есть, и вот теперь, когда я это все показал, вы видите, как связаны эти вещи. Вы видите, что высказывание влияет на сеттинг и персонажа. А персонаж это что такое? Это его психология, социология, психология. Как он действует. И цель. Сюжет это движение персонажа на пути к своей цели, препятствия и изменения персонажа, опять же, психология. А конечная цель, ну, конечная цель истории это высказать высказывание. Понимаете, да? Почему так много внимания, почему так много времени я уделяю вот этому? Какие-то лепестки, какие-то актуальности, вот это вот все с этим разобраться. Почему? Объясняю. Потому что, чтобы сказать то, что я хочу сказать, мне нужно провести этим путем героя. Соответственно, он должен быть таким, который бы это мог пройти. Соответственно, у меня должна быть цель, стейк и все остальное. И на каждом этапе ты чуть-чуть добавляешь, немножко кладешь новый кирпичик. И если вот с этим вот мы разберемся, опять же, здесь, видите, это я уже сюжет начинаю писать. Это не идея. Идея все та же. Девушка приезжает на похороны отца, и их убивает таинственная сущность. Все. Это вся идея. А дальше уже подробности. Это уже сюжет. Вот это уже вообще уже поэпизодник. Хотя, может, и в сюжете есть. Но, по крайней мере, это битшит. Ну, то есть здесь уже более подробно. По крайней мере, это уже сюжет. Это уже следующий этап. Пока что нам это не важно. Но важно, что мы знаем. Что она сдержанная. Говорит по-удмуртски. Ей 28, у нее нет детей. Ее все там за это осуждают. Она дочь шамана, да? Удмурт национальный, дочь шамана. Давайте я все-таки это напишу. Нет шамана, дочь колдуна. И она хочет спасти свою семью от этой сущности, потому что мучается стыдом за то, что брата убили. Вопрос возникает, не чихнул. Нет, не чихнул. Вопрос, недостаточно ли
если семью хочет убить таинственная сущность, недостаточно ли того, что это, в принципе, близкие люди его хотят убить? Нужна ли эта история с братом? Нет. Правильный ответ заключается в том, что она не нужна. То есть, если твоей маме угрожает опасность, твоему брату, тебе не нужна какая-то подкорка для того, чтобы его защищать. Но она нужна для нашего высказывания. Потому что то, что произошло вот в детстве, это максимальное, давайте я даже выделю это, максимальное удаление от нашего высказывания. То есть героиня в тот момент находилась максимально далеко. Она была ребенком. Подчинялась отцу. Она, потеряла, брата утащил Палысмурт. Соответственно, это опять же национальные мифы, которые ее полностью контролировали, да? Все за нее решали. Дальше. Мучается стыдом. Мучается. Винит себя. Не может контролировать свои эмоции. Вот, видите? То есть вот эта ситуация с братом, она максимальное удаление от нашего высказывания. Поэтому так хорошо с него фильм начать. То есть мы начинаем историю с максимального удаления, показываем в конце. Вы скажете, но это же мир ребенка, это мир эмоций. Дети умеют выражать свои эмоции. А я скажу, да. Поэтому я бы сделал финал, кульминацию, да? Сделал бы на этом же месте. Чтобы вот она ребенок, который вся такая подчиненная, зависимая, да? Тут даже, вот еще надо написать зависимость большая. Только еще умела выражать эмоции, но постоянно, стала подавлять, да? Вот это хороший вопрос, когда, да? Когда? До или после? Ребята классные, вы приводили в воскресенье пример, что посадили на лошадь, убили мальчика, а с ним потом все здоровались. Вот я тоже вот это сел выражать эмоции. Я думаю, знаете что? Я думаю, чтобы сделать еще лучше, чтобы сделать точнее, мы не будем делать ее таким веселым ребенком. Давайте она была ответственным и строгим ребенком. Поэтому ей и доверили брата. Поэтому с нее и спрашивают. С нее и спрашивали, как со взрослой. А она показала, да, она не смогла, она не справилась. Вот, давайте вот так. Давайте она изначально не была таким веселым девочкой, которая пользуется. Давайте она изначально такая, эй, не ешь малину. Вот такая вот. Была ребенком, зависимость большая от взрослых. Была ответственным, строгим ребенком, еще умела выражать эмоции, стала подавлять. То есть она и уже не умеет выражать эмоции. Она с самого начала такая. Брата утащил Палысмурт, мучается, винит себя, не может контролировать свои эмоции. Вот для чего нам это нужно. То есть да, для самого сюжета просто про Мочилова это не нужно. Но у нас, и мы снова возвращаемся к нашему лепестку, смотрите, как все связано. У нас не просто ужасы, у нас арт-хоррор. А значит, просто Мочилова мы не можем делать, мы делаем высказывание. И вот для этого нам нужно то, что у нее будет эта боль. А высказывание нужно, потому что мы ставим карту новую точку. Опять же, актуально ставим. То есть, вот я сейчас снова и снова вам показываю, и на самом деле это, для меня, по крайней мере, это не сразу стало очевидным, но постепенно я с этим разобрался.
И до сих пор продолжаю разбираться прямо сейчас при вас, потому что я тоже по этой системе не работал много. Посмотрите, как все завязано. И это хорошо, то есть это так и должно быть. Если у вас одно из одного, другое из другого, это не круто. А когда все связано, и каждая штука что-то добавляет, какие-то вопросики задает, вот тогда начинает понемножку складываться какая-то штука. Мне кажется, что сейчас все начинает складываться. То есть для меня, по крайней мере, это начинает работать. Мы еще в воскресенье обсудим, может ли быть эта вся история с шаманом и колдуном, и что они там будут делать. Но пока что для меня герой прояснился. Вы мне еще поможете в воскресенье его еще сильнее прояснить, более сделать национально ярким, потому что я пока что в этом слаб. Но мне понятна его цель, мне понятен его стелик, мне понятно сильное препятствие, мне понятна его боль, мне понятен его внутренний конфликт, мне понятна его ситуация. Опять же, видите, внутренний конфликт очень сильно связан с ее отъездом, с тем, что она живет в Москве. Если бы она не жила в Москве, а жила там же, это было бы не такой внутренний конфликт. И как все вот это, то, что у нас тут есть, вот как работает, да как внутренний конфликт это работает. Напишу. ВК обостряет. Плохо работает. Мешает. Но опять же, удмурт, язык это вот одно и то же. Ну то есть что такое удмурт? Говорит на языке, там, знает обряды, да. Помогает скорее. Но это у меня просто вот здесь вот все есть. Это, говорю, для зрителя, это не совсем для нас, для сценаристов. Просто нужно в голове держать. Что-то фильм еще и смотреть будут, а не только ты его написал. Вот, то есть, вот я вам показал, как это работает. Объяснил, как это связано между собой. То есть, как вот эти вот все вещи друг на друга завязаны. И когда вот они все друг на друга завязаны, сюжет, вот я как вам сейчас уже начинаю говорить, он уже сам по себе начинает понемножку складываться. То есть ты начинаешь не с того, что «Ой, давай она всех замочит». Нет, ты начинаешь с того, что «А как мы узнаем, что ей грозит опасность?» А давайте это будет, вот где-то у меня классно было написано, про детективную линию. Вот. А давайте как мы узнаем, как мы покажем этот стейк? А давайте мы его сразу дадим. А давайте не сразу зададим. А давайте она потом к этому придет. Это и понемножку мы строим сюжет. Но когда мы разобрались с персонажем, а мы с ним уже, я считаю, разобрались, мы будем думать про мир персонажа. У меня есть кое-какие наброски, но я вам показывать не буду. Потому что лучше я в воскресенье вас послушаю и потом сделаю более грамотно, чем сейчас своим незнанием себя сам запарю. Но для примера, я тут напишу, это еще один лепесток, я покажу, что это имеется в виду. Допустим, мы возьмем мать. Ну, значит, мы, во-первых, разбираемся, кто там мать, любовный интерес, да. Какие там еще в жанре ужасов есть? Мажор, шлюха, скептик. Да? Ну, стандартный для жанров ужасов набор. Мы берем какого-то антагониста. О, давайте по антагонисту пройдемся, это интересно. Антагонист это чувак, который, как Пол Смурт, это черная половина героя. Антагонист и герой это одно и то же. Но антагонист, он все наоборот. И поэтому он очень могущественный, потому что он изначально, наш антагонист, он контролирует вот эти силы лучше, чем герой. И герой в борьбе с ним, учится их тоже контролировать. Это то, как, в принципе, как работает, видите, лепесток. То есть я еще ничего не знаю об антагонисте, но я уже знаю, что он контролирует силу лучше, чем герой, и лучше с ним, с этим работать. То есть антагонист, он мешает достигнуть героя цели, защитить. Соответственно, он что делает? Он их атакует, убивает, да? Убивает. Атакует. Угрожает. У антагониста тоже может быть своя ромашка. Тоже свои цели, свои какие-то эти. Но это все всегда имейте в виду, что это всегда должно работать. Если это в истории не работает, значит не нужно. Я не уверен, что антагонист фильма ужасов должен быть слишком логичный. Потому что мне кажется, что делает этого менее страшным. Если он не пойми, что хочет, это страшнее, чем если мы точно знаем. Либо он хочет жертвы, например. То есть он хочет, чтобы она умерла. Тогда это хорошо.
лучше контролирует герой. Это как работает антагонист. И если нам, допустим, нужен персонаж, допустим, придумать мать, да, у нее же есть мать, и нам нужно понять логику матери, то нужно взять какой-нибудь лепесток и сделать так, чтобы мать была в нем, ну, чтобы это работало либо в плюс, либо в минус. Например, она из-за матери, это пример, это не обязательно так будет, я не думаю, что я это буду делать, но из-за матери, то есть мы сначала пишем, как работает, ухудшает лепесток социологии. Мать хочет, чтобы она пошла замуж и родила. Вот. То есть мы придумываем не сам персонаж, ой, давайте мы сделаем красивую девушку, которая будет со всеми спать. А мы придумываем конфликт с персонажем. А о чем мы знаем? Мы все знаем о персонаже. Смотрите, вот здесь. Вот здесь. Извините, смешно. Как придумать персонаж? Мы придумываем, как он мешает или помогает герою. Как работает мать? Она ухудшает лепесток социологии, мать хочет, она же родила. С матерью можно придумать. Мать не хочет уезжать. А я бы даже, мать можно оставить, вот я бы брата сделал, что брат не хочет уезжать. Брат не хочет уезжать. И сразу появляется, когда появляется конфликт, дальше можно качество от него придумать. Что он, как он, консервативный, да? Патриархальный, властный, негибкий, да? И мы начинаем уже ему придумывать. Соответственно, там придумали, ага, если он такой и не хочет уезжать, даже если ему жизнь не грозит опасность, то он такой-то. А если он такой-то, что у него, какая у него цель? Например, там, не знаю, корову свою построить, вырастить. Ну, то есть, уже мы придумываем всех персонажей истории от героя. Любовный интерес. Какой конфликт с любовным интересом? Тоже, может, он местный. Может, он ее любит, а она себя. Может такое быть? Я бы вот это взял. Мне вот это нравится. Конфликт. И так далее. Мы придумываем каждого персонажа, исходя из того, как он помогает или мешает герою добиться его цели, или бьет в какую-то его слабую точку. Ну, например, очевидно, что брат бьет в ту точку, если мы берем вот эту историю, про Египте, не хочет уезжать, он бьет в точку, что она удмурт. Для брата она не настоящая удмурт. А, например, для матери мать бьет то, что она не замужем. Для матери она ходячее несчастье. Да еще и вина, что брата потеряла. То есть она, потому что мать бьет в боль, да? Боль. Может быть, не мать бьет боль, может быть, кто-то еще бьет, может, антагонист бьет в боль. Но это мне так не очень нравится делать. То есть можно сделать, что антагонист вообще по всем фронтам антагонист. Мне нравится, когда антагонистов много. Но это личный вкус, может быть, мы это и переделаем. Я просто показываю, как это работает. И мы придумаем какой-нибудь персонаж. Допустим, есть какой-нибудь персонаж, какой-нибудь новый шаман приехал. Вообще, сейчас вообще от балды говорю. Приехал, выбрали нового, ну вот этого, ну, слово я забыл, неважно. Не шамана, там, главного по обрядам. Да? Вот так он есть, вот он нахрен нам нужен. Вот мы придумали какого-то классного персонажа, просто любого. Вот водитель такси, который вез героиню. Вот, например, вот мы придумали, вот есть такой там какой-то классный просто, блин, шикарный, классно шутит, язык классный, везет героиню. Но как его встроить в историю? Очень просто. Нужно задать вопрос.
Как работает? Как это работает? Как работает этот персонаж? Что он просто ее до места довез, но это скучная херня. Значит, нужно придумать конфликт. А какой конфликт мы возьмем? А мы возьмем его вот из всего, что мы знаем о персонаже. Сдержанное и правильное. Вот, пожалуйста, она, например, я говорю, сейчас просто вообще от балды говорю. Допустим, если мы бьем, давайте прям напишем, бьет в психологию. Допустим, он на нее нападает, он к ней пристает, да? Нет, он к ней пристает, тогда это в опасность, это немножко не другое, это скорее физиология будет. Он бьет психологию, что она такая сдержанная, пытается ее развеселить, да? Вот тоже сцена рождается. Водила такой: эй, красотка, да чё ты, да у нас тут такие леса. У меня отец умер, да? Вот и сцена готова. Он ей такой: красотка, какие места. Она молчит, он пытается ее раскачать. Она такая: у меня отец умер. Вот. А прикольно, если он еще и в конце убийца, кажется. Все, пошел в креатив. Остановись, Вов. Все, я остановился. Показал пример. И это касается любой, абсолютно, то есть это касается и крупных, важных персонажей, без которых никак нельзя. То есть типа антагонист, там, помощник, ложный помощник, без этого никак. Конфидент, без этого нельзя. Но это и каждого постороннего помогает. Главное, какой конфликт с героем. То есть как работает. Бьет в психологию. Куда бьет? В психологию. Как бьет? Пытается развеселить. Как работает? Получает сцену. Вот. Надеюсь, вам было это полезно. Это вторая лекция. И вроде как у меня уже лично начинает складываться понимание, что у нас будет. Вот это мы с вами обсудим в воскресенье. Социологию рассказал, психологию рассказал, боль рассказал, цель рассказал, стейк рассказал. И, собственно, на этом я хотел бы уже закончить. Спасибо за внимание. До встречи.